Власти Москвы путем пропускного режима решили зачистить столицу, однако только усугубили положение из-за допущенной ошибки. На въездах в Москву образовались большие пробки, у входов в метро выстроились длинные очереди, сообщают очевидцы. С 15 апреля в столице России и Подмосковье ввели систему цифровых пропусков для контроля режима самоизоляции. Пропуска предназначены для тех, кто передвигается по Москве с использованием любого личного или общественного транспорта, в том числе такси. Будет 3 категории пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для иных целей. Отмечается, что пропуск пока не нужен для передвижения обычных граждан пешком. При этом власти напоминают о необходимости соблюдать установленные в городе ограничения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пропускной режим передвижения – это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства, но когда речь идет о здоровье и жизни большого количества людей, выбора нет. Источники СМИ в мэрии рассказали, что причиной стало недостаточное соблюдение жителями режима самоизоляции, который действует в городе с конца марта. Кроме того, в мэрии озабочены ростом заболеваемости и нагрузкой на систему здравоохранения. А тем временем на многих станциях метро выстроились очереди. Те, кому в них стоять, выкладывают фото в соцсетях, ругают власти за плохую, по их мнению, подготовку к проверке цифровых пропусков и задают вопрос: разве такое скопление людей не угроза? СМИ сообщили, что проверки идут на входах в вестибюле. Так, к примеру, на станции Беломорская пропуска проверяют 2 сотрудника полиции у всех пассажиров. Они просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Цифровой код они вбивают в планшет, проверяя действительность пропуска. На станциях образовались очереди. Пассажиров автобусов, по данным агентства, пока не проверяют. Пресс-служба московского метро так ответила на вопрос о том, кто виноват в очередях на входе в подземку: мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции. Очевидцы также сообщают, что на некоторых въездах в город образовались часовые пробки из-за проверки цифровых пропусков. Инспекторы не проверяли все подряд автомобили на наличие пропусков, хотя накануне официально было объявлено, что они будут это делать. Не исключено, что тотальная проверка проводится на других въездах, а ситуация на пересечении Щелковского шоссе и МКАД может измениться в дальнейшем. Штраф за нарушение пропускного режима 5000 рублей. Пропуска должны иметь как водители, так и пассажиры. Они действительны при предъявлении паспорта. Проблема в том, что еще вчера, 14 апреля, в российских медиа появилось сообщение о том, что московские власти аннулировали 900 тысяч электронных пропусков из почти 3 миллионов 200 тысяч выданных. Но это еще не все. Дело в том, что нет возможности узнать, аннулирован ли твой пропуск или действует еще. Уже сегодня на улицах российской столицы и на подъездах к городу могут оказаться целые толпы счастливых обладателей недействительных цифровых пропусков.